На помощь! Вторую полость. Приступая к реанимационным действиям. Скорая на трассе Сыктывкар-Вятка, 18 километров, произошло ДТП. Один пострадавший без признаков жизни, проводим мероприятия, передала прошедшую связь. Здесь все как в жизни. Настоящее оборудование и счет идет на секунды, только без трагедий. Я сам лично для себя научусь работать в таких масштабных условиях, потому что у нас такое довольно редко, бывает, но очень редко бывает. Бывает попадаешь, бывает нет, и по-разному все это складывается. Работа с МЧС, вот с пожарными, бывает учения, но прям такие вот масштабные, это первый раз, и хочу получить от них максимальное просто, так сказать, максимальное погружение, скажем так. География при этом тоже расширяется. Обменяться опытом с коллегами в этом году впервые приехали команды из Троицка-Печорска, Вуктыла и даже Инты. У нас проводится в районах. Мы всегда принимаем активное участие с командами там только МЧС, спасатели, сотрудники полиции. И это уже приятно. Мы как-то немножечко начинаем ориентироваться в таких ситуациях. И когда это происходит, вот бывает, что ДТП, мы уверены, спокойны. Появляется какая-то слаженность между ведомствами, потому что не всегда получается, как бы, когда вот первый раз приезжаешь, чтобы распределить сразу, кто чем занимается. Разумеется, эти учения все приносят свою пользу. Свои навыки команды демонстрируют на 5 этапах. Теоретически всего один, остальное практика. Сердечно-легочная реанимация, экстренная помощь и отдельно автомногоборье для водителей. Они, к слову, так увлеклись, что сожгли сцепление на конкурсной буханке. Без новшеств в состязании тоже не обошлось. Сегодня у нас впервые открывается этап неотложной помощи, то есть у нас тренажер, который симулирует различные заболевания, состояния, нарушение ритма, дыхания и так далее, так далее. Мы ждем от всех наших участников максимальных результатов, и все, кто приехали, сказали, что они всех порвут. Самым зрелищным и вместе с тем сложным этапом стала политравма или ДТП с участием множества пострадавших. У медиков здесь сразу несколько задач: обезопасить периметр, оценить повреждения всех участников аварии, оказать первую помощь и даже решить, в каком порядке эвакуировать людей. На все 15 минут. Ребята, помогите, у меня голова! Докладываю дежурную часть, что их имеется. Мальчики, как мой ребенок! Она беременная. Лидером в соревнованиях стала бригада территориального центра медицины катастроф. Теперь у них есть право участия во всероссийских соревнованиях, которые пройдут в Перми. И хоть борьба друг с другом придавала медикам азарта, здесь как раз тот случай, когда главное – участие. Ведь уже на следующий день на кону будет то, что гораздо важнее победы – человеческая жизнь. Евгений Стокос, Иван Богомолов, телеканал Юрган, Сыктывдинский район.